3 пары летних носков и 5 пар трусов. Это лишь малая часть того, что дополнительно получает перед отправкой в Татарстане любой контрактник. Здесь выдадут все, что пригодится вдали от дома. Одежда, спальный мешок, провиант, лекарства. В аптеку ходят обезболивающие, стерильные бинты, обработка для раны. Все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи. Своя ноша не тянет, но донести все, что выдали, до автобуса не так-то просто. Из центра «Патриот» на СВО отправляются 50 контрактников. 3 из соседних регионов – Башкортостана, Кировской области, Мариэл. Нет, никто не уговаривал, сам хотел. Все контрактники, которые отправляются на военную службу из Татарстана в первые 2 месяца лета, получат 700 тысяч рублей. 195 от Минобороны, 505 тысяч республиканские. С учетом дополнительной поддержки от городов и районов сумма выплат может вырасти до 1 000 000. Семья контрактника также может рассчитывать на получение различных льгот. Так как у нас есть дети, нам обещают хорошую поддержку. По крайней мере, у нас есть такие, которые ушли, Да, они довольны. Ну, довольны тем, что их поддерживают. Не то, что их мужья ушли, а то, что их поддерживают. Их не оставляют в трудную минуту. Они в любой момент могут прийти и попросить помощи. У Владимира дома останутся 6 детей. Это бронь, с которой на службу не отправляют. Твердое решение отправиться на защиту Родины принял сам. Говорит, кто, если не мы. Патриотизм – это же, вот он не приходит, вот сказали, ты должен. Если сказали, значит, я никому не должен, как мы обычно говорим. А патриотизм – ты посидел дома, посмотрел, что дети бегают у тебя. Пойду, и надо же тоже кому-то идти, в любом случае. Вот это и есть патриотизм. А оторваться, как говорится, от теплой кроватки всегда тяжело. Но все служат, все идут, и мы послужим. Этот боец уже получил позывной «Гамбит». У него тоже бронь, работает на оборонном предприятии. За плечами служба в армии. В зоне СВО хочет попасть в разведку и стать оператором беспилотников. Все друзья туда уже ушли. Вот, и, соответственно, друзья приезжали в отпуска, с ними разговаривали. Просто уж не могу сидеть на месте, смотря когда они там, а я здесь. Жена подарила кольцо с молитвой. Самый сильный оберег считается. Тут очень все слитно, то есть тут тяжело прочитать, на самом деле, ее надо просто заучивать. На день рождения был 1 июня, и как талисман, и как оберег. Да главное не бояться, а назад не отходить, никого не бросать. И самое главное, только вперед, к победе. Средний возраст тех, кто подписал контракт, 35 лет, отмечают на сборном пункте. Очень много народу ушло из МСВ. Брат родной ушел, друзья родные ушли. Родственники отговаривали, говорили, что не нужно. Неужели не подействовало? Нет, не подействовал. Сам хотел. Зная то, что вернусь обратно. Беседуя с ребятами, которые уходят, главный лозунг, главный слоган, который они выдвигают, если не мы, то кто? Поэтому здесь, наверное, говорить о каком-то финансовой составляющей преждевременно. Прежде всего, это осознанный выбор гражданина и патриота. Одежду выдали, форму выдали, все нормально. С хорошим чувством уезжаем. За плечами большинства контрактников только срочная служба. Чтобы вспомнить навыки владения оружием и оказания первой медпомощи, их отправляют в части, где каждый пройдет подготовку. Там же пройдет распределение. Вас призвали служить элитные, можно сказать, войска ВДВ. После успешного прохождения подготовки пройдет распределение. Стремятся каждого солдата назначить на ту должность, где он принесет больше пользы. У меня уходит сын. Желаю, чтобы вернулся здоровый. Я верю, что будет все очень хорошо, и я так думаю, что, надеюсь, что скоро все закончится. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань.